Новые полномочия, закрепленные указом главы республики Махмуда Али Калиматова, призваны полностью пересмотреть транспортный вопрос в республике. Ключевая цель – создать максимальные удобства для пассажирского потока и водителей. С начала года Министерству автомобильных дорог передан перечень важных функций. Это значит, что общественный транспорт получит новый уровень развития. Старт дан, программа работает на перспективу. Разрабатываем новые маршруты на системной основе полностью в зависимости от заявлений граждан, которые поступают к нам сюда, от заявлений юридических лиц. Запускаем новые маршруты, реанимировали старые маршруты, которые были до этого у нас в сети. В рамках федеральной поддержки и при личном участии главы республики Махмуда Али Калиматова за последние 2 года в Ингушетии значительно улучшен автопарк общественного транспорта. Закуплено 108 новых автобусов, которые успешно работают на линии. Но это еще не все. В планах приобрести дополнительные единицы, значительно улучшить обслуживание пассажиров. В рамках реализации масштабного проекта уже сегодня запущены новые маршруты. То, чего так ждали жители. Если раньше в Магас ездили 3 микроавтобуса, то сегодня на линии уже 5 машин. Столица республики – одно из самых рентабельных сообщений. Учебный год начинается, спрос огромный. А значит, дополнительный транспорт просто необходим. Значительные изменения произошли и на других маршрутах. Сегодня практически во всех городах, районах и сельских поселениях республики работает транспорт. Особый акцент, конечно, на внутренние сообщения. Но не забыли и о самых востребованных маршрутах. Старый автобусный маршрут в Ставрополь, который отправлялся в 6:10 из Назрани, планируют возобновить. Все это оправдано количеством пассажиров. Сейчас у нас начал ездить, он раньше был закрыт временно, он раньше работал, но потом его закрыли временно. Сейчас опять реанимировали, он начал ездить. У нас Сунжа, Владикавказ, Хасавюрт. Каждый день ездит этот рейс, так что он возобновился, он каждый день выезжает у нас. Также стараемся, сейчас думаем реанимировать рейс, это будет Молгобек, Горячеводск. Очень нужный рейс, люди просят, за это мы тоже очень взялись. Помимо открытия новых маршрутов, значительно улучшили материально-техническую базу «Ингуш Автотранспорт». Закуплено оборудование для автобусов. Решена самая основная задача. Водителям начали своевременно выдавать заработную плату. Максимально мы прикладываем усилия именно на этот акцент, укладываем, чтобы в свое время выплатить заработную плату. От этого зависит вся дальнейшая работа предприятия. Как ты выплатишь заработную плату, так и сотрудник выходит на работу. Это самый важный первый момент. Второй момент. Началось отчисление, пенсионные отчисления начались. Это до сих пор такого не было. Водители общественного транспорта, которые чаще всего сталкивались с проблемами, отмечают позитивные изменения в транспортном вопросе. Сейчас работать намного легче, когда видны реальные действия. Заметно намного изменений, что ехать. Халка запчасти ацетхан, бета хезертхан, запчасти вовремя. А заказ мы деньги вовремя зарплаты, а сел он сам да катал мотор дерен. Цац маршруты шаилай. Человек старается. Баба, самого уже лет 20 дачи был такой еще не был вовремя, чтобы зарплата был. А сейчас катал мотор дер. مصدق حي لافن استعرف ولا حي لجي سونجي حي لافن رئيسج ور بار رئيس حي لافن شن بيت зарплат حدا تاز جاز قانون وش يقدر حول دويدو تمام هذا В данное время, благодаря у нас сейчас маршруты открылись. Хадилат маршруты. Сейчас работают водители заинтересованные работают. 105-й массив дали андали. Пока там у нас одна машина работает, дали андали. Ну еще сейчас с 1 сентября еще дополнительно машины шуги. Безусловно, есть куда расти и совершенствоваться. В планах улучшить условия сотрудников, модернизировать производственную работу и, конечно, открыть еще больше сообщений. Созданные условия предстоит оценить уже пассажирам. Рина Цычоева, Султан Булгучев, Магаз 24.